Угу. Ой, сейчас собачка. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Говорю, что эта ПДНщица пришла с ребенком, я не знаю, то ли она с детского сада, то ли что, и так и не поняла ее. Она говорит, мне позвонили с МСД и сказали срочно, с министерства срочно сюда идти. Почему детей оставили в одних? Вы, говорит, прилетели, мы, говорит, до сих пор думали, что вас нету до сих пор дома. Они до этого приходили когда-нибудь вообще, интересовались в твоей жизни? Так, ну приходили они буквально перед Новым годом. По факту то, что у меня старший не хочет в школу ходить вообще ни в какую. Угу. Поэтому и все. А до этого никогда не приходили? Ну до этого тоже приходили, но это вообще раз в пятилетку было. А вот такие вот акции же проводят они там под Новый год, там подарки. Ну вот, это и тоже старый, как ее называется, инспектор. Была у нас хорошая женщина, инспектор. В каком году это было? В прошлом году она перед Новым годом прямо буквально сдала. Помощь-то какую не оказывали лицо? Кто? Вообще. Ну, я от этого, от собеса материальную помощь выписывала. А по квартирному вопросу... Вы здесь давно живете в этой... 4 года. 4 года, да? Это у вас неотапливаемое, да? Почему? Вот Ну, печка. это печка чисто, да? Да. А когда пожар произошел? В 10-м. Это квартира у тебя сгорела, да? Какой у вас? Дом сгорел. Какой дом сгорел? 23/2, оно еще стоит. Это 3/2, это какой? Билиберный, да? Да. Ну вот, напротив школы прямо. Вот где-то тут участок, вот этот... Вы как собственник, да? Где? Вот по квартиру, вы же не муниципально? Муниципальный был. Муниципальный? Его не дали, да? Что сказали? Дали матери квартиру, там 2 комнаты, куда я со своей шоблой? А какую дали квартиру? Вот здесь через дорогу, 1-й этаж, без радиаторов, без полов, без ни хрена. И со старыми долгами. А она сейчас дома? Мать? Ага. Нету, по-моему. А этот хотел, ты говорил, что там, если будешь дальше жаловаться, там что-то такое было же? Было, они мне сразу сказали, будешь дергаться, мать, детей у тебя отнимем, заберем. За что? Потому что негде жить. Так ты же у них жилье просила, получается? Ну да. Жилье просила? Они говорили, что если вы будете жаловаться на что... Александрова еще была при этом, начала постоянно грубить. Я говорю, что на мне грудите-то? Говорит, будешь дергаться, мы вообще у тебя берем детей. И все на этом факте, то, что жить негде. Это в ГУНО, в смысле, было или выше ДЖО? ДЖО, ну я уже точно не помню. Вы жилье просили, да? Ну, конечно. У вас дом сгорел, да, и вам квартиру дали? Но... Ну, дали через 2 года, и то нахальным образом заняли. Мне ее продать хотели за материнский этот капитал. В смысле продать? Вы же должны получить ее... Ну, жить-то где-то надо было. А в смысле, они продать хотели вами? Ну, кто бывшие хозяева, они, оказывается, сами там никто, и звать их никак. Она квартира была муниципальная, им тоже по факту пожара выдали ее, и в итоге, короче, им от матери с племянником, короче, сестрой, ее отдали без полов, в принципе, без ничего. В данное время, получается, мы совместно, получается, с директором магазина «Индустрия спецодежды», да, и ребятами с группы «Отдам даром», соответственно, да, решили оказать материальную помощь вот семье Василины. Вчера вот привезли вещи, антиварку, прочее, да, и, соответственно, сейчас хотим вот сыновей старших, да, ну и дочку, наверное, да, отвезти тоже в магазин Сарыла. Там, да, там есть, получается, одежда такая хорошая военная, ну, детям будет интересно, теплая одежда есть тоже, да. Вот. И помимо этого, Сарыл Тихонов, директор магазина «Индустрия спецодежды», должны, получается, выделить денежные средства для покупки дров. То есть сегодня Сарыл деньги выделит, соответственно, мы завтра купим бортовой УАЗик на дрова, ну, видите, потому что печка, и чтобы дозимовать, получается. У Василины вот 6 детей, это, скажем так, героиня последних событий, да. А как вы вспомнили вот девушку? Можете вспомнить, что было? Как? Что вспоминать? Проходила мимо, да и все. То есть вы шли, в среду это было, да? А я что? Ну, шли, значит, домой, да? Да, по делам, и видите там... Ну, скопище, как обычно, там, курилка ихняя. Затормозилась, соседка шла, затормозилась, просто с кого-то из знакомых шпану увидела. Сына одноклассника шпану.
Все, затормозила, смотрю, просто обернулась, а там валяется девочка. Она не стояла, да, лежала? Ну, она уже полусидя, полулежа была, же говорю. Подхожу к ней, я говорю, ты не подходите к ней, она синяя валяется. Все. Пьяная? Ну да. Давай, подошла, начала ее поднимать, ее волосы-то с лица убрала, а она вся в крови, вся в гематомах. Сознание было, это все. Ну, практически да, она у меня тут же начала сознание терять на руках. Пока шли, она 2 раза сознание потеряла. То есть вы сами ее тащили? Ну, сама тащила, потом мальчик мне помог уже на руках, что на руках, он его занес уже в школу ее. Максимка. То есть, если бы оставили, могли, они хотели вообще оставить, что ли? А могли бы оставить, черт его знает, что у них на уме. Мама. Замерзла бы, да, наверное? Замерзли, обморозилась бы полностью. Так сейчас-то вообще светит? А в той квартире вы не можете, да, все вместе жить с матерью? Ну, ты маленький. Это вообще в перспективе жилье будет у вас, нет? Слушайте. Я же говорю, после тех слов я вообще боюсь куда-то либо сунуться. Ну сейчас уже не будете, сейчас уже вы под нашей защитой. То есть силами вот, интернет-сообщества, Да, да? волонтеры, получается, добровольцы помогают всей семье Василины. То есть, скажем так, это очень хорошая тенденция, когда люди стали такие более как бы отзывчивые. Раньше как бы это было на принудительном как-то порядке же было, да? Принудительном, там, личный пример, там, допустим, на предприятии заставляли, допустим, да, как-нибудь так делать. А сейчас, соответственно, это люди абсолютно добровольно все отзываются и помогают. Тебя как зовут? Дай. Даня, не Саша, да? И сейчас с нами поедешь, да? Магазин там один. Вот, и там ты себе и братьям возьмешь там вещи. Можешь сестру взять с собой еще. Юля, пойдешь? Там тебя кормить будут еще пенюшкой и прочее.